во всем Крыму. Если мы говорим там про бескрайние просторы степного Крыма и про их красоту, то вот полуостров Тархан-Кут, он проявляет их в наибольшей степени. Потому что это один из самых последних, в полном смысле нетронутых уголков Крыма. Не тронутый он не потому, что его пожалели, и потому что здесь как-то его, так сказать, пощадили, и в нем не произошло того, что произошло в других частях Крыма, где мы с вами, вот, постоянные участники поездок, они помнят, что мы приезжаем, и мы видим, как правило, руины. Руины в таком неприятном довольно состоянии. Ну, на Тархан-Куте сама природа, так сказать, защитилась от разрушительного воздействия человека. Дело в том, что этот край Крыма, в отличие, например, от Гизлевских степей, от Керченских степей, он отличается своим, таким достаточно неприветливыми природными условиями. Здесь очень тонкая почва. Она лежит, буквально там 10, 20 сантиметров, 30 сантиметров на сплошной скале. Ее трудно пахать. На ней не растут те травы, которые, например, растут в Пресевашье обильные. Поэтому, собственно, большого населения особо здесь, во времена, скажем, Средневековья, в 19 веке не было. Угол был довольно-таки пустынным. Хотя здесь тоже существовало несколько сел, от старинной архитектуры этих сел мы не найдем ни следа. Специально в свое время проезжал я по здешним селам. Максимум, что удалось найти, это несколько старых домиков такой типичной ногайской архитектуры, сельских. У них, как правило, может быть, вы замечали в окно, когда мы ехали на автобусе, 4 башенки по углам. И крыша, как правило, черепичная. Но село Тарпанчи, там есть неподалеку, там этой архитектуры сохранилось больше. В других селах, увы, и это исчезло. Мечети, из старых мечетей не сохранилось по селам, опять-таки, ни одной. Население было редкое, поля были бескрайние. То есть, чем здесь занимались, что все-таки делали люди? Само название края, сейчас оно нам известно как Тархан-Кут. То есть, мы думаем, что это историческая топонимика. Не совсем. Само слово Тархан-Кут это гибрид 19 века из слов Тархан и, собственно, слово Кут, угол. На украинском языке, когда осваивала Россия Крым, то вот эти славянские названия за крымскими полуостровами двумя прижились. Тарханский Кут и Керченский Кут. То есть это такое слово-гибрид. А во времена Крымского ханства, это весь край, он назывался тип Тархан. То есть, почему Тархан? Тархан, как известно из истории, это термин, который обозначает человека, освобожденного от налогов, от любых повинностей, от необходимости, от всенародного налога на содержание армии, от, скажем так, было такое требование, например, подводы, телеги бесплатно давать для нужд государства. И никто из селян не мог этому отказать. Была такая обязанность. Так вот, Тархан – это человек, который за какие-либо услуги, за какие-либо подвиги, за какие-либо достоинства был освобожден полностью от этих любых налогов, податей. Тарханство выписывалось лично ханом. То есть каждая его семья Тарханов в семье имели этот заветный, так сказать, свиток, вот этот ханский ярлык, который, если к ним приходили, предположим, чиновники и спрашивали налог, они могли просто предъявить и все. Так вот, население Тархан-Кута, то есть тюп Тархана, если уж говорить историческое его наименование, они среди них были люди, носившие такой тарханный титул. Почему? Какими заслугами в основном были они отмечены? В основном это были религиозные деятели. Дело в том, что понятие вакфа тоже очевидно знакомо вам всем. Это когда какое-то имущество, человек, землевладелец, либо владелец дома, либо владелец библиотеки, собственно, владелец любой вещи, представляющей ценности, может ее пожертвовать на религиозные нужды. Это называется передать в вакф. Вакф можно передать и книгу, вакф можно передать и земельный участок. Так вот, эти земли тип Тархана, они принадлежали вакфу крымских улема, то есть крымских мусульманских священнослужителей. Здесь были целые династии этих священнослужителей, имена некоторых из них известны, и эти люди, в силу своего религиозного статуса, были освобождены от налогов, от податей Тарханы. Собственно, вот это такое, тот исторический фон, на котором тип Тархана, этот край, существовал во времена Крымского ханства. Еще надо добавить, чем они жили. Повторяю, хороших пастбищ здесь нет. Хороших полей для возделывания здесь тоже нет. Здесь стада были не очень велики, но зато очень дорого. Потому что здесь здесь разводили специальную крымскую породу серых овец.
Ну, овец как бы пород, их множество как бы существует. Но вот чем отличается крымская серая? Крымская серая — это аналог среднеазиатского каракуля. То есть сейчас в Крыму этого нету и близко. То есть обычные каракулевые овцы в Крыму сейчас не живут. Ну, как-то здесь для них не подходит климат, пастбище, то есть азиатская овца как бы здесь не выживет. А крымская вот эта порода, она утеряна. Эта порода называлась малич. И вот эти вот шкурки, по сути, все эти вот колпаки, которые крымские джигиты носили каракулевые, то есть эта шкурка, она приходила не из Азии, она приходила отсюда, с Тюб-Тархана. Как бы, поэтому можно, ну, как бы, так знать, что хотя крестьяне, эти пастухи здесь и не очень многочисленные имели отары, но они были весьма зажиточные. Вот, собственно, такой исторический портрет этого края в эпоху Крымского ханства, ну и в 19 веке. В 19 веке, конечно, край практически обезлюдил, потому что если даже там, в Южном Крыму, где, в принципе, люди могли, ну, более успешно, более щедрая природа обеспечивать себе пропитание, то есть могли там сохраниться даже со сменой власти, даже с теми там грабительскими налогами и крепостничеством, которое уже царская власть принесла, даже те более богатые южнобережные крымцы были вынуждены покидать, так сказать, полуостров. Но про здешних жителей, у которых экономическая основа была, ну, более, скажем так, хрупкая, конечно, массовые миграции, и эти села запустили достаточно давно. Уже в конце 18 века, в начале 19-го здесь был массовый исход людей. Таким образом, край пуст. Но если дальше, несколько глубже в историю мы углубимся, то не всегда здесь было так. Дело в том, что вот эта жара, которую вы только что на себе испытали, вот эта вот засушливость, отсутствие родников, ну, в геологических, как бы, терминах, это довольно недавнее изменение климата. Например, 2000 лет назад окрестности вот этого вот Атлеша, ну, вообще Тюб-Тархан, выглядели скорее как степи, вот эти вот равнинные районы возле Симферополя, возле Бахчисарая, возле Карасу-Базара. То есть археологическими раскопками здесь обнаруживаются остатки и дуба, и ясеня, и клена, то есть были леса. Не то, что они сплошь покрывали, ну, такая лесостепь, наподобие как к северу от Симферополя. Поэтому здесь было гораздо больше воды. Собственно, уровень моря, он был ниже, отличалась несколько природа. И это, оно объясняло, что другая была урожайность и другие были условия жизни. Поэтому, если бы 2000 лет назад мы попали сюда, мы бы немного не узнали бы этот край. Потому что вся эта прибрежная полоса, которую мы там, когда уже пойдем к морю, будем спускаться с той стороны, увидим, вся была усеяна, зато море и прохлада, вот, вся была усеяна пшеницей. Древние греки сюда приплывали специально, ну, и поселялись на крымских берегах. Для чего? В Греции нету полей, там сплошной камень, там невозможно сеять. А здесь, как бы, эти крымские степи были очень богаты, очень обширны, и пшеницей здесь кормили все Афины, всю античную Грецию, то есть все те там греческие мыслители, философы и так далее, которых мы знаем, их жизнь зависела от поставок крымского, ну, тогда это называлось еще таврика, еще слово Крым тогда не употребляли, от этого хлеба. Кое-где на берегу, в Бель-Авузе, в Кастеле, в Колос-Лебене до сих пор сохранились остатки этих греческих усадеб, где они выращивали хлеб, и сохранились там также следы, память об их борьбе со скифами, то есть скифы, люди, которые приходили из степей, пытались все эти греческие, так сказать, богатства, привезенные оттуда из-за моря, себе присвоить. То есть эти остатки античных усадеб, античных укреплений, единственные, пожалуй, исторические памятники двухтысячелетние, которые сохранились здесь, ну, в таком удовлетворительном более-менее состоянии. Более новые памятники, к сожалению, редки. Поэтому обычно мы с вами, когда выезжаем на какую-нибудь прогулку, мы смотрим и природу, и смотрим и историю. Но сегодня на этой точке, на этом месте нам остается наслаждаться только природой. Здесь она необычная.